Батальон военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии на территории республики был сформирован в феврале этого года решением Министерства обороны России. В течение 3 месяцев батальон выполнял специальные задачи в Сирии. Организация оцепления, районного разминирования инженерными подразделениями, охрана врачебных бригад, военных госпиталей при оказании помощи местному населению, обеспечение вывода боевиков и членов их семей из района Аль-Вайр, провинции Хомс, поддержание общественного порядка в городах Дамаск, Пальмира, Хама, Хомс, в населенном пункте Катана. Выполнение этих задач осуществлялось в условиях возможного проведения террористических актов со стороны боевиков, позиции которых находились в непосредственной близости от всех подразделений батальона. Офицеры и солдаты батальона, рискуя своей жизнью, неоднократно предотвращали террористические атаки против мирного населения и колонн с гуманитарными грузами ООН, обезвредив смертников, имеющих при себе килограммы взрывчатки. По итогам выполнения специальных задач за безупречное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм и достойный вклад в дело защиты южных рубежей России приказываю наградить знаком отличия за заслуги майора Евлоева Мухаммеда Юсуповича. Майор Мухаммед Евлоев со своим личным составом успешно выполнил все поставленные задачи – сохранить жизнь и здоровье, вернуться в полном составе на родину и позитивно настроить к себе мирное население провинций Дамаск, Пальмира и Хомс. Батальону была поставлена задача по обеспечению гуманитарных акций в Сирийской Арабской Республике. Но я считаю, батальон справился с ним в полном объеме. Личный состав себя показал только с лучшей стороны. Что мне хочется отметить? Хочу поблагодарить главу нашей республики за оказание помощи, когда приезжал батальон в Сирийскую республику. Сказать ему огромное спасибо. За успешное выполнение поставленных задач Министерством обороны государственным наградам представлено более 10 офицеров и солдат батальона, еще более 50 к наградам Минобороны. Ну и, конечно же, весь личный состав награжден медалями за участие в военной операции в Сирии. Глава республики благодарит ребят за отличную службу и выполнение поставленных задач, а одному из военнослужащих, помимо награды, вручает еще и ключи от новой квартиры. Обычная задача для любого военнослужащего, человека в погонах, он должен быть готов 24 часа в сутки выполнять задачи там, где Родина прикажет. Но особо у меня было, конечно, не то что волнение, а все-таки напряжение в плане того, что как справиться с задачей. Подведут ли, подведут ли. Мне приятно, что они с задачами справились. Самое главное, что наши ребята обеспечивали именно порядок, помогали вот тем обездоленным простым жителям, которым иногда и боевики даже запрещали довозить гуманитарные грузы. Кормить, и одевать и обеспечить спокойствие, порядок. Ну и как сейчас руководитель военной полиции сказал, в том числе, конечно, вывод тех боевиков, которые захотели уже уйти из Хомса или там с Алеппо, из других городов, уже на другие участки, наши полицейские в том числе обеспечили это. Помимо этого, достойно выполнены задачи, в том числе и по обеспечению работы различных там групп журналистов, дипмиссий и так далее. Все задачи выполнены. Сегодня, как таковых нареканий, которые должны выйти на уровень главы республики, нет. Меня это устраивает, и спасибо им за работу. За помощь в обеспечении военнослужащих всем необходимым Владимир Ивановский вручает главе знак отличия Главного управления военной полиции за заслуги. Пользуясь случаем, решите от личного состава Главного управления военной полиции вручить главе государства нас поздравительный адрес и знак за заслуги в области военной полиции. Военная служба всегда тяжела и опасна, тем более на территории, где проходят боевые действия. О том, через что пришлось пройти и нелегком времени, проведенном в Сирии, здесь на родине делится и Хусен Хамхоев. Обстановка там была очень даже напряженная. Беженцев, вынужденных переселенцев было очень много. Благодаря нашему руководству, главе республики, была поставлена задача раздать гуманитарную помощь, проводить гуманитарные акции.
Мы успешно справились с этой задачей. Со стойкой смирно на площади также стоят юноармейцы, которые также пришли поприветствовать военнослужащих. Самира Евлоева вместе с остальными сегодня чествует отца командира Магомеда Евлоева. Дорогие миротворцы, за эту победу большое спасибо. Мы вам хотим сказать от души поздравления, здоровья, удачи и жизни счастливой. За чистое ясное небо век готовы благодарить. Обещаем улыбки, объятия и доброту вам дарить. Небольшой отдых и снова в строй, где в любой момент нужно быть готовым выполнить любой приказ командования. Руслан Албогачев, Юсуп Гелисханов, Майырбек Миржоев, Адам Далаков. Новости 24.